Сейчас будет звучать произведение удивительное. И надо сказать, что нам с вами повезло. Мы будем присутствовать практически на мировой премьере. Речь идет о 3 вальсах-фантазиях «Темные аллеи» композитора Владимира Беляева. У этой сюиты непростая судьба. Дело в том, что композитор начал писать ее на 9-й день после кончины его любимой жены. И у нас есть бесценное свидетельство и бесценные слова самого композитора, которые он написал солистке, участвующей сегодня, украшающей наш концерт, Кристине Фиш. Вот что он пишет о своем сочинении. Бунинские рассказы – это медитация на темы любви, жизни и смерти, которые всегда рядом. Когда будете исполнять эту музыку, вспоминайте о хрупкости жизни. Владимир Беляев. «Темные аллеи. 3 вальса фантазии» по прочтении Бунина. Кристина Фиш.
будет звучать музыка, которую вы, конечно, все узнаете с первых нот. И что самое удивительное, она реже всего звучит в том виде, в котором она была задумана и написана композитором. Речь идет о замечательном, печальном и упоительном вокализе Сергея Васильевича Рахманинова. Он написал его по просьбе великой русской певицы Антонины Васильевны Неждановой. И она же была первым исполнителем этого шедевра. Эта музыка настолько понравилась всем остальным музыкантам, инструменталистам, оркестрантам, что теперь существует совершенно не поддающееся учету и числу количество переработок для разных инструментов, для оркестров, для камерных, для духовых. И сейчас вы услышите вариант для домры с камерным оркестром. И я думаю, что вы все в полной мере насладитесь удивительным качеством, приемом игры на домре. Казалось бы, это инструмент щипковый, и все звуки на нем очень быстро гаснут. Но вот прием тремоло позволяет добиться абсолютно бесконечного, плавного, тянущегося, прекрасного звука. Сергей Рахманинов, вокалист.
который часто и вполне успешно конкурирует с другим струнным инструментом, правда, смычковым. Я имею в виду тот инструмент, который я держу в руках. Это скрипка. И сейчас прозвучит одно очень популярное сочинение, которое звучит в не менее популярном балете Петра Ильича Чайковского. Я имею в виду русский танец из балета Чайковского «Лебединое озеро».
этом закончилось первое отделение концерта. Отдохните в антракте, и, уверяю вас, во втором отделении вас ждут и новая музыка, и новый инструмент, и вообще много интересного. Антракт.